Пункты пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8:35 и 13:10 на Крымском полуострове и в 7:35 и 12:10 на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM вы можете нас слышать круглосуточно. Круглосуточно вы можете также посещать сайт Крым Реалии, на котором вы можете найти не только записи наших эфиров, но и новости, актуальные статьи и другие материалы. Крымчане во время эфира могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины звоните нам по номеру 044 490 29 05. Тема дня. Итак, в Крыму решили списать долги крымчан перед украинскими банками. Что будет значить на практике такое решение? Кто заплатит за эти долги? Останутся ли крымчане должниками на территории материковой Украины? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания. Жителям аннексированного Крыма планируют списать долги по кредитам перед украинскими банками. Такое решение принял подконтрольный Кремлю парламент полуострова на заседании 29 ноября. В соответствии с предлагаемым законопроектом подлежит списанию в полном объеме задолженность, если по состоянию на 18 марта 2014 года она не превышала 5 миллионов рублей или сумму, выраженную в иностранной валюте по курсу, установленной Центральным банком России на указанную дату, эквивалентную 5 миллионам рублей. Согласно принятому решению, полное списание предусмотрено также для социально незащищенных граждан, в том числе инвалидов, неработающих пенсионеров и опекунов несовершеннолетних. Как заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов, также предусмотрена процедура урегулирования долгов, которые превышают 5 миллионов рублей. Если человек вносит 5% в счет погашения долга, он списывается автоматически, 20% от общей задолженности. Украинские эксперты считают, что по состоянию на март 2014 года общая сумма задолженности крымчан перед банками составила около 2 миллиардов долларов. Украинские банки покинули Крым сразу после аннексии, но президент России Владимир Путин посоветовал крымчанам не отдавать старые кредиты. На полуострове зарегистрировали фонд защиты вкладчиков, который стал возвращать депозиты клиентам украинских банков. В июле 2017 года Госдума России приняла закон, который может разрешить долги крымчан перед украинскими банками без личного общения с кредитором через Российский фонд защиты вкладчиков. Крым в центре внимания. Итак, это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы кредитную амнистию для крымчан. Насколько она реальна, насколько будет реально вообще воплотить эту инициативу в практике, что изменится для тех крымчан, у которых остались долги перед украинскими банками, как вообще может выглядеть эта процедура. Об этом поговорим. Напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире. Для этого есть специальный номер телефона 8 800 10 06 926. Для крымчан звонки по этому номеру бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 29 05. Кроме того, я внимательно читаю ваши комментарии, которые вы оставляете под нашей трансляцией в сети Facebook, на странице Крым Реалии и на канале Крым Реалии на ресурсе YouTube. Приветствую в нашем эфире Викторию Жуковскую, главу координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» в Крыму. Виктория, здравствуйте. Итак, верите ли вы в эту кредитную амнистию? Как принятое решение изменит ситуацию на практике? Здравствуйте. Значит, хочу дать небольшое вступление. Значит, 29 ноября 2017
2017 года. Мы, как представители Комитета дела чести, и мой помощник, как представитель прессы, присутствовали на заседании Госсовета, именно на этом заседании о принятии во втором чтении законопроекта, который регламентирует списание, да, частичное списание долгов по украинским кредитам, а также реструктуризацию. Значит, есть нюансы. Во втором чтении закон был принят не так, как в первом чтении, что подлежит полному списанию кредиты до 5 миллионов. Были внесены 18 поправок, которые изменили все названия статей. То есть везде теперь написано, что части списания. В полном объеме долг с крымчан списан не будет. То есть будет, но только определенному кругу лиц: инвалидам, ветеранам и имеющим на иждивение там сколько-то несовершеннолетних детей. Ну, у них, я думаю, небольшие кредиты, поэтому у них полный объем. Все остальное – это списание, написано, до 1 гривны. Опять же, вопрос непонятен в этом моменте, в этом законе нашем крымском. До 1 гривны это сколько? Списывают 4 миллиона и оставляют миллион, или списывают там все и оставляют 1 гривну, или как? Кому сколько гривен? Открыто, тема открыта. Вторая проблема – это если вся проблема это принятие этого закона, это незаконные аресты, наложенные Фондом защиты вкладчиков на имущество и недвижимость крымчан. Это более 200 тысяч ипотечных квартир, объектов недвижимости по Крыму и Севастополю. Значит, они были наложены автоматически. Крымчане, ни один из них не знал о том, что в отношении их квартиры где-то был суд, оказывается, его не было, это было в отношении банка и так далее и тому подобное. Для того, чтобы снять эти аресты, приняли закон о списании здесь, на территории Крыма, этих кредитов украинских. Они касаются только крымчан и их взаимоотношений с украинскими банками до изменения юрисдикции Крыма. Таким образом, получается, что по справедливости было бы, чтобы те, кто накладывал этот арест автоматически, да, где-то там, какую информацию, где они брали, мы не знаем, должны были бы и списать тогда эти кредиты, определяя по сумме. Но хочу вам сказать, что в поправках, а это серьезная поправка, которая была внесена позавчера на сессии, было написано, что теперь порядок списания части долга, это уже не в полном объеме долг, будет определяться регламентом Фонда защиты вкладчиков. Таким образом, я хочу сделать вывод, что сам этот закон, который сейчас принят, без регламента это просто бумага, он не работает. А регламент Фонда защиты вкладчиков, по моим прогнозам, должен быть принят до конца года. Таким образом, регламент Фонда защиты вкладчиков фактически будет нормативным правовым актом, разрешающим конституционные права неопределенного круга лиц и граждан Российской Федерации, и граждан Украины. Потому что очень много, вот у нас позавчера было обращение гражданина Украины, мать его приехала, говорит, он живет в Киеве, он крымчанин, но он не принял российское гражданство. Но однако Фонд защиты вкладчиков наложил арест, и каким образом теперь ему как будут списывать эти кредиты? Это проблема того регламента, который будет принят. Далее, что я хочу сказать по этим моментам и нюансам. Получается, что теперь ответственность за все нарушенные права и граждан Украины, и граждан Российской Федерации, да, жителей Крыма, возможно, нарушенные в случае, да, неправильного применения законодательства, будет нести руководство Крыма и руководство Севастополя. Если ранее за это все отвечала Россия, в связи с тем, что Фонд защиты вкладчиков был дочерней структурой банковской, АСВ и Центробанка, то теперь Фонд защиты вкладчиков становится структурой Республики Крым и города Севастополя и будет регулировать здесь, только на территории полуострова Крым. Что хочу сказать. Два закона, которые приняты 17 октября в Севастополе, местный закон, тоже на эту же тему, и крымский закон, они различаются. В Севастополе нет частичного списания. У них есть, у них полное списание до 5 миллионов. У нас почему-то часть. А регламент будет общий, потому что Фонд защиты вкладчиков будет касаться и Крыма, и Севастополя, да, то есть мы по списанию. Поэтому мне очень интересно, каким образом это все будет в регламенте указано. Отдельно Крыму, отдельно к Севастополю или как, тоже вопрос открыт.
Виктория, я хочу вам сказать... я вас перебью, прошу прощения. Виктория Жуковская, глава Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» в Крыму, с нами на связи. У нас есть звонок с территории Крымского полуострова, да, от нашего радиослушателя. Давайте послушаем. Есть много уточняющих вопросов. Ситуация действительно разворачивается довольно-таки интересно. Продолжим обсуждение. Давайте послушаем нашего радиослушателя. Здравствуйте, говорите. Алло. Да, доброе утро. Говорите. Доброе утро. Говорите, вы Алло. в эфире, мы слушаем вас. Да. Я хотел бы выразить мнение большинства жителей Крыма. Вот весь цивилизованный мир знает, что Украина находится под оккупацией США. И пока Украина не сбросит американский сапог со своей территории, она и будет... Я хочу обратить ваше внимание, что мы не фантастическая программа, мы не работаем в жанре фэнтези. Скажите, пожалуйста, по теме нашего эфира, есть ли у вас какая-то информация или свое мнение? Верите ли вы в... уже нет у нас с нами на связи нашего радиослушателя, хотя, конечно, было интересно послушать его мнение конкретно по теме эфира. Возвращаемся к разговору с Викторией Жуковской, главой Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» в Крыму. Итак, Виктория, давайте, мы остановились на том месте, что те акты, которые были приняты в Севастополе и в Симферополе, они отличаются, но оба зависят, да, от того, каким будет в итоге регламент. Да, регламент, который, в принципе, будет выше, чем любой закон, и по большому счету будет равноценен Конституции Российской Федерации. Потому что будет разрешать наши конституционные права. Вы понимаете, что регламент будет разрешать права крымчан, основные, да, конституционные, право собственности и так далее. Но это основное право собственности, ради чего этот закон и применяется. Далее я хочу сказать, что этот закон, он однозначно местный. Действовать он будет на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь. И никаким образом не касается задолженности крымчан, которая осталась в Украине. То есть украинские банки, как мы были должны, так и будем должны. И поэтому вопрос украинской задолженности, каким образом она будет вторично или когда взыскиваться с крымчан, мы пока сказать не можем. Напоминаю, что с нами... Поэтому я считала... Подождите секунду. Мы считали вот такой момент. Когда произошло изменение юрисдикции Крыма, это уже более 3,5 лет назад, то этот вопрос, допустим, я как эксперт предвидела. И мы об этом говорили сразу, что будут проблемы. Они будут однозначно. Не давали нам российские банки этих кредитов, понимаете? Нам давали украинские банки. И наши взаимоотношения были с украинскими банками. И это предложение наш председатель комитета разработал, законопроект, и он был и сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации. Законопроект о моратории на взыскание всех кредитов до момента, да, установления отношений с Украиной. И это было бы справедливо и в отношении украинских банков и Украины, и в отношении крымских заемщиков. Он находится на рассмотрении уже более 2 лет. Принят в первом чтении его рассматривали, но пока не принимают. Вот начинают принимать такие законы, а они множатся постоянно. Есть проблема, украинские банки не дают же информацию о задолженности крымчан. И как ее определить невозможно. Ведь банки являются сильной стороной, и единственным и основным доказательством является банковская выписка о задолженности, а никакая другая. Ни Фонда защиты вкладчиков, ни Госсовета Республики Крым, ни правительства города Севастополя. Напоминаю, что с нами на связи Виктория Жуковская, глава Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» в Крыму. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Доброе утро. Я Виктор из Харькова. У меня такой вопрос. У нас много подробностей идет, не столь важных. Главное, на кого ложатся убытки по невыплаченным кредитам? Это они переходят на банк? Или российское правительство берет их на себя и оплачивает Украине? И второе, какой баланс между теми, кто заем брал, и вкладчиками? Какое соотношение этих величин? Приблизительно, естественно. Чего больше и насколько? Благодарю вас за вопрос. Возможно, мы сейчас найдем ответы. Напоминаю, что с нами на связи Виктория Жуковская, глава Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» в Крыму. Виктория, есть ли вам что сообщить нашему радиослушателю? Спасибо, вопрос отличный. Вообще вопрос отличный. Во-первых, убытки
убытки. Убытки Российской Федерации или убытки Украины. То есть эти законодательства убытки Украины не учитывают никаким способом, законы. Сейчас вам скажу. Законодательство Российской Федерации от этого не страдает, потому что деньги были выделены Центробанком, и Центробанк, я думаю, найдет каким способом, где и как их найти. Сейчас я вам сообщу. На момент изменения юрисдикции Крыма долгов по кредитам у физических лиц крымчан, я не беру юридических лиц, было 16 миллиардов гривен. На момент наш 2016 год, я смотрела статистику украинскую, долгов осталось где-то, почему-то посписывали, видимо, или еще какие-то, высчитывали, получилось где-то ориентировочно 10 миллиардов гривен. Вот таким образом. Вкладчики, да, кстати, крымские вкладчики не все получили вклады. Большинство по банкам получило вот эту сумму страховую, 700 тысяч. Но именно по российским банкам, дочкам российских банков, Альфа-банк вообще не выплачивал практически, там более 2000 человек вкладчиков. Банк ВТБ украинский тоже не вернул вклады большинства, да, и Сбербанк России не вернули вклады нашим вкладчикам. И крымчане, конечно, очень сильно разочарованы в этом вопросе. Даже Сбербанк не вернул. И эта тема умалчивается, да. Эта тема умалчивается, но с них как раз взыскивают эти деньги помимо этого закона. Сейчас в судах ходят какие-то коллекторы, фондовый конверс-центр, и представляют документы от украинских фирм, довира и гарантия, кредитные инициативы, они достаточно криминальные предприятия. Я посмотрела, очень много уголовных дел в отношении них возбуждалось. Он довиру гарантию Госфинуслуг Украины лишил лицензии, не продлевает. То есть, но здесь их принимают на ура и выносят решения, арестовывают квартиры крымчан. И вот сейчас у меня это дело в Ялте просто по поддельным документам. Я считаю, что это подложные документы. Украина никаким образом не могла эту сделку на 500 миллиона гривен утвердить. Я просто в этом уверена. Поэтому я считаю, что этот закон, если будет работать, то хотя бы часть вкладчиков, но не русских дочек банков, только украинских, сможет дополучить суммы вкладов. В основном это Приватбанк. Потому что у нас у большинства вкладчиков суммы вкладов выше, чем 700 тысяч. Вот мой сосед Ефим Моисеевич, он всегда говорит: Виктория, у меня такая большая сумма, что мне делать? Мне выплачивают по 3 копейки свыше 700 тысяч, а там у него 5 или 6 миллионов. Я посчитал, мне еще нужно 50 или 60 лет жизни, чтобы вообще получить эти вклады. Я надеюсь, что вот этим регламентом мы сможем справедливо разрешить вопрос и с вкладчиками крымскими. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Виктория Жуковская, глава Координационного центра правозащитного комитета «Дело чести в Крыму». И в продолжение темы давайте послушаем комментарий пресс-службы Приватбанка. Мы туда позвонили до эфира и как раз-таки узнали, да, что с точки зрения украинского банка, значит, тот процесс, который происходит в Крыму. Погашение кредита, погашение любых обязательств между клиентом и банком – это взаимоотношения клиента и банка, которые регулируются тем законодательством, теми условиями договора, которыми они были заключены. И никакие другие обстоятельства на это повлиять не могут. Если клиент нашего или другого украинского банка, гражданин Украины, имеет с банком договорные отношения по вопросу кредита, то все стороны должны придерживаться взятых обязательств. Что касается наших клиентов, которые остались на территории Крыма, на сегодняшний день нет механизмов, ни законодательных, ни реальных механизмов взаимоотношений между клиентами и банком. С точки зрения нашего права, с точки зрения нашей реальности, нашей нормативной базы, это так называемое списание, это не имеет никакой законодательной силы. Продолжаем эфир. Напомню, номер телефона, по которому каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире. 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки бесплатны. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 29 05. Также комментируйте наши трансляции в Facebook и на YouTube. Вот наш зритель в Facebook, Кира, пишет: я сразу вернула все кредиты Украине,
сохранила только гражданство Украины и выезжала из Крыма часто на материк и возвращала свой кредит матери и своих друзей. Всем погасила и всех призывала возвращать. Такой комментарий от нашей аудитории. Мы читаем внимательно все ваши комментарии. Конечно же, конструктивные. Будем зачитывать в эфире, как, например, этот. Я приветствую, с нами на связи Ярослав Солтис, бывший заместитель председателя правления Нацбанка Украины. Ярослав, здравствуйте. Итак, что же значит, и значит ли что-то вообще для украинских банков вот это решение о списании долгов, как мы выяснили, некоторым крымчанам, не всем? Ну, очень правильно, доброе утро, сказал представитель Приватбанка. Отношения должника с банком – это отношение двух лиц, юридическое и физическое, или двух физических лиц, то есть двух юридических лиц. И в эти отношения чужая страна не может принять закон, который даст возможность не погашать кредит. Все кредиты, выданные банком или банками, это кредиты, выданные за счет депозитов или остатков на счетах клиентов этого же банка. Поэтому, приняв закон о погашении или списании долгов должников, не решается вопрос погашения возврата депозитов. И этот закон такой же незаконный, как и все действия страны-агрессора в Крыму и на Донбассе. Вы считаете его просто незаконным или невыполнимым, потому что он противоречит законам банковского дела вообще? Он и незаконный, и невыполнимый. Нельзя списать, разрешить то, к чему не имеет отношения соседняя страна. Кредиты были выданы под покупку жилья, машины, под бизнес. Они, конечно, уничтожили этот бизнес, и квартиры упали в цене. Но эти деньги были выданы банками, и они являются собственностью банков и клиентов этих банков, депозитом этих банков. Поэтому он и незаконный, и невыполнимый. Ну, если уж Россия таким образом вмешивается, да, вот в эти дела, чего делать не должна, может ли в этой ситуации быть какая-то реакция от государственного регулятора в Украине, от Нацбанка? Но это не Нацбанк должен делать какие-то действия, это должен делать Минюст и украинское государство. Это не вопрос именно Нацбанка. Наше государство может помочь нашим украинским банкам за счет средств бюджета погасить эту задолженность или частично погасить. Но это должен быть тогда и украинский закон. И тогда мы идем в ногу с Российской Федерацией в незаконных или способствуем незаконным действиям. Напоминаю, что с нами на связи Ярослав Солтис, бывший заместитель председателя правления Нацбанка Украины. Ярослав, скажите, по вашему мнению, сохраняется ли для крымчан, которые находятся на территории Крымского полуострова, и вот даже если им сказали, что вот вы, скажем так, амнистированы, у вас нет долгов перед украинским банком, может ли человек быть уверенным, что не будут к нему применены меры взыскания, если он окажется на материковой части страны? Ну, учитывая действия законов по всей территории России, в том числе и в Крыму, конечно, не может быть уверен. Могут быть коллекторы, которые будут воевать за возврат кредитов, в кавычках воевать. Они будут стараться выполнить те обязательства, чтобы выполнил обязательства должник. Это вы говорите о том, что ждет крымчан, если они выйдут в соседнюю Россию. А вот если они на материковой части Украины окажутся, к ним могут же быть тоже применены меры взыскания? Ну, теоретически, конечно, могут быть применены. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Ярослав Солтис, бывший заместитель председателя правления Нацбанка Украины. Наши слушатели продолжают комментировать эфир. Вот вспоминают знаменитое изречение Владимира Путина о том, что можно кататься дальше на кредитных машинах. С иронией, конечно, это все делают. Напомню, что вы можете не только комментировать наши эфиры, но и звонить нам по номеру 8 800
10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Итак, попытались мы разобраться с тем, что же значит то решение, которое было принято в Крыму. Означало ли оно кредитную амнистию для крымчан? Оказалось, что очень много нюансов, если внимательно рассмотреть эту ситуацию. Это радио «Крым Реалии». Продолжаем информировать вас. Вернемся через несколько минут. Новости в эфире «Радио Крым Реалии». Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Российский омбудсмен просит Евросоюз пересмотреть практику отказа крымчанам в визах. Духовное управление мусульман предлагает помощь при отказе принимать фото на документы в хиджабе. И фильм «Матильда» оказался убыточным, несмотря на шумиху, заявил режиссер. Сейчас подробнее. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к представителям Евросоюза с просьбой пересмотреть практику отказа в оформлении шенгенских виз жителям аннексированного Крыма. Российский омбудсмен не сообщил об ответе европейских чиновников на ее просьбу. Публичных комментариев представителей ЕС об обращении Татьяны Москальковой нет. В МИД Австрии утверждают, что посольство Австрии в Москве не выдает визы крымчанам в соответствии с правилами ЕС, которые скорректированы после аннексии Крыма соседней России. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов признал, что качество дорог в аннексированном Крыму неудовлетворительно. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства полуострова. По его мнению, невозможно всю сеть довести до нормативного состояния. Где-то придется латать дыры, сказал Аксенов. Крым занял второе место после Москвы в рейтинге убитых дорог соседней России. Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым предлагает помощь при отказе принимать фото на документы в хиджабе. Об этом Крым Реалии рассказал глава Дум АРК Айдер Рустемов. По его словам, в случае отказа в оформлении паспорта с фото в хиджабе мусульманкам следует обратиться к юристам Духовного управления, а после этого в суд. Он отметил, что стандарты фото на документы стран Европейского Союза позволяют мусульманкам фотографироваться в соответствии с требованиями религии, то есть в хиджабе. Переселенцы из Крыма, проживающие в Винницкой области, ранее заявляли о намерении бороться за отмену запрета мусульманкам фотографироваться в хиджабах для внутренних и заграничных паспортов граждан Украины. Скандал, связанный с фильмом «Матильда» в России, не привел к росту популярности кино, а запустил кампанию по поиску новых врагов внутри российского общества, сказал в эфире радио «Крым Реалии» украинский режиссер Валерий Балаян. По его словам, фильм в прокате провалился. Оказалось, что вот даже такого огромного пиара не хватило фильму, чтобы народ ринулся его смотреть. Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская жаловалась на киноленту в Генпрокуратуру России 43 раза. Сегодня в Крыму днем потеплеет до плюс 14, в районе Чонгара и Новоалексеевки до 11 градусов выше 0. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне радио «Крым Реалии». Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Радио «Крым Реалии». Продолжаем эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8:35 и 13:10 на Крымском полуострове и в 7:35 и 12:10 на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Также круглосуточно доступен сайт «Крым Реалии», на котором вы можете не только послушать наши эфиры, но и посмотреть запись трансляции
трансляции. Кроме того, там вы можете найти множество статей, новостей и других актуальных материалов. Также там есть контакты нашей редакции, по которым вы можете предложить свои темы программ, либо сообщить нам важную информацию. Также это можно сделать непосредственно в нашем прямом эфире по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 29 05. Тема дня. Итак, обсуждаем мы очередную инициативу в Крыму, введение туристического сбора, курортного сбора. Для чего это делают? Сможет ли это спасти крымский курорт? С кого будут взиматься деньги? Кто будет оператором этих сборов? Все эти нюансы мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания. 10 рублей в сутки с туриста. 29 ноября подконтрольные Кремлю депутаты Крымского парламента поддержали проект закона о введении курортного сбора. Согласно документу, сбор начнут взимать с 1 мая 2018 года. От оплаты будут освобождены физические лица, направляемые на обязательное лечение по медицинскому и социальному полюсу. Глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов назвал нововведение экспериментом, который может быть отменен. Те суммы, которые забиты в этом году, они совершенно символические, скажем откровенно, они не решают проблему инфраструктуры, но очень важно понять само администрирование этих сборов, как оно будет формироваться, чтобы прочувствовать, это вообще рабочий механизм, может он впоследствии быть тем финансовым инструментом, который будет постоянно улучшать инфраструктуру или ее поддерживать. Ранее подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о необходимости бороться с теневым туризмом на аннексированном полуострове. Он даже предлагал ввести практику так называемых налоговых каникул, то есть освободить представителей частного бизнеса в туристической сфере от любых налогов на 5 лет. По данным Министерства курортов и туризма Крыма, сейчас в тени работают от 2500 до 4000 средств размещения. Объем средств, который ориентировочно вращается в этой отрасли, от 15 до 30 миллиардов рублей в год. Соответственно, от 7 до 13 миллиардов в переводе на гривны. Согласно данным Ростуризма, в 2017 году число отдыхающих составило около 4 миллионов человек, почти в 2 раза меньше, чем до аннексии. Крым в центре внимания. Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напоминаю, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова, звоните нам на этот номер. Это бесплатно. Повторю, 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, ждем ваши звонки по номеру 044 490 2905. С нами на связи Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь, здравствуйте. Итак, было ли что-то подобное в Крыму на вашей памяти? Были ли подобные инициативы о введении курортного сбора? Доброе утро, студия. Да, курортный туристический сбор – это одна из практик, которая существует на дестинациях, где есть существенный туристический поток. То, что я читаю и смотрю и анализирую в интернет-ресурсах, там слова всяких деятелей Республики Крым, которые возлагают на это серьезные ожидания, это не соответствует действительности никак, потому что это нигде в мире не является предметом дохода для того, чтобы решать инфраструктурные вопросы. То есть инфраструктурные вопросы, они настолько тяжелы, что этот курортный сбор никогда не может быть чем-то существенным. Я дам несколько цифр. У нас даже при нашем туристическом потоке, это в районе 6 миллионов, самые лучшие времена, это туристический сбор собирался 150-300 миллионов гривен, при том, что он был 1% от проживания. Это существенно больше, чем 10 рублей. То есть даже математическим путем можно высчитать где-то в районе 20, там максимум 25 миллионов рублей, которые будут собираться.
Считается это следующим образом. Ну, пусть будет 2,5 миллиона туристов, которые приезжают. 80% из них в тени, это говорят и власти, всегда так было в тени, потому что они в малых отелях, то есть в частных домовладениях. Таким образом, там получается 500 тысяч плательщиков. 500 тысяч плательщиков по 10 рублей, если они в отелях останавливаются, ну, то есть это 5 миллионов. Ну, пускай будет на сегодня там 5-6 дней средней пребываемости в отелях и в санаториях. Все, на этом все. 20-25 миллионов, о которых идет речь. Из этого делают определенную там пиар, на самом деле нерабочий инструмент, судя по тому, как его назвали в самом центре в Москве, как эксперимент и прочее. В это даже не верят сами власти Российской Федерации. Это на местах будут делать. Есть еще один минус в этом, что им придется признать, что эти 4 миллиона, которые декларируются, 4,5 миллиона, которые декларируются, по результатам курортного сбора в следующем году будет видно, сколько же там все-таки туристов прибывает. Это будут очень мизерные цифры, поскольку это налоги, они должны как-то правильно учитываться, обликовываться, да. Это будет видно. Ну вот так станет явным, что это 1,5-2 миллиона от силы туристов, которые прибывают в Крым. То есть давайте попробуем резюмировать наш разговор в этой части, а заодно и уточнить, какие проблемы вообще способен решить вот такой курортный сбор? Это будут самая большая для начала проблема курортного сбора. Самая большая проблема — это администрирование. Его некак администрировать. То есть это можно сделать только в официальных средствах размещения, которые принимают 20% туристического потока. Это решить какие-то серьезные проблемы, ну никакие. Представьте себе на город, то есть 1-2 миллиона рублей. Ну что это не решает. В размерах города это не решает ничего. Абсолютно ничего. Но при этом, не забывайте, что они как они образуются? Они образуются за счет того, что собирается что-то с туристов. Это будет раздражение. Вот там Крым и так, и это даже по словам самих властей Крыма, и так исправляется там с конкуренцией Турции, поскольку произошла некая цивилизованный туризм, туда не двигается. То есть вместо того, чтобы принимать рыночные методы, работает старая добрая модель там вертикальной власти, когда там какие-то налогообложения, каким-то образом пытаются из этого что-то вынуть, из существующего потока. Это вызывает раздражение и так. Это раздражение есть и так, потому что приезжают, видят инфраструктуру, видят цены, то есть соответствия нет между ценой и тем, что предлагается на рынке. Плюс еще какой-то там курортный сбор, который собирают. Это ошибка. То есть, ошибок там много. Все от того, что модель вертикальная и строится все вот так, как оно принято в Российской Федерации. Напоминаю, что с нами на связи Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Игорь, вы наверняка продолжаете следить за тем, что происходит с туристической отраслью на Крымском полуострове. По вашему мнению, какова сейчас основная проблематика крымского курорта и есть ли у контролируемой Москвой администрации Крыма какие-то реальные инструменты для того, чтобы эти проблемы решить, учитывая те ограничения, которые наложены на временно оккупированный Крымский полуостров? Самая главная проблема, которая есть с крымским туризмом в Крыму сегодня, это статус аннексии. Смотрите, туристический бизнес, в отличие от любых других отраслей, он очень сильно чувствительный, наиболее чувствительный к понятию безопасности. К примеру, представьте себе, помните, были в Египте смена власти, была в Японии Фукусима. Посмотрите на эти цифры, там падение было существенное в 5-10 раз в момент, когда это происходило. То есть человек, который ищет себе свою туристическую дестинацию, куда поехать провести свой отпуск, он никогда не будет выбирать территорию, которая имеет хоть малейший намек на безопасность, на неконтролируемость, на спорность. Да? Прекрасный
ландшафты в Абхазии, в Осетии, туристов там нет. То есть, таков он. То есть этот рынок, он чувствителен. Для того, чтобы понять его, померите на себя. Вот вы поехали в какую-то, ну, там, Сирию, может, там и есть определенные там преференции и прочее, да хоть сколько угодно, 0. Оплата нулевая, никто бы не поехал, потому что безопасность на первом месте. Вот проблема, и ее решения нет. Это попытки, потуги. Крымская власть еще, она живет в той парадигме, которая была, что Крым это туризм, это вот курортный сезон. Эта парадигма изменилась, и с каждым годом им все труднее и труднее к этой парадигме привыкать. Посмотрите риторики, которые выдают там отдельные персонажи во власти, более-менее осознанные, они уже говорят о том, что нужно искать пути, государственные субвенции, то есть уже меняется волна в том плане, что надо сделать как-то так, чтобы это было вообще ниже плинтуса за счет бюджетных денег по стоимости, чтобы кто-то приехал. Вот это я так чувствую, ну, отдельные там реплики. Те, которые стараются показать это великим и красивым, оно видно, это массовое. Это не 1-2 субъекта рынка, это массовое. И в Крыму было 4,5, ну, они говорят сейчас 2,5-4 мини-отелей. Кроме этого 750 зарегистрированных средств размещения. И весь этот туристический поток, 6 миллионов, они генерируют большие доходы как катализатор. То есть потребление там, воды, потребление пищи, сувениры и прочее. Вот этого уже 3-й, 4-й год подряд этого уже нет. И тут это не скроешь никак. Вот такая картина. Напоминаю, что с нами на связи Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. Но ведь международные ограничения, да, и статус временно оккупированной территории, это, конечно же, весомое обстоятельство. Но что же делать с турпотоком из соседней России? Ведь для россиян сейчас фактических, да, ограничений на то, чтобы отдыхать в Крыму, не так уж и много. Единственное, конечно, опасность понести ответственность за пересечение государственной границы Украины, да, в том месте, где она не контролируется. Но, тем не менее, с туристическим потоком из России в Крыму тоже ничего не могут поделать? Нет, смотрите, Крым принимал при Украине в районе 21-22%. Ну, то есть это где-то 1 200 000, 1 300 000, 1 500 000 россиян. Этот туристический поток увеличился, я думаю, до 1 700 000, 1 800 000. И это как бы достаточно закономерно. Но нужно понимать такую вещь, что у людей, которые привыкли к ежегодному туризму, то есть они не могут больше 2 раз бывать в одном месте. Да? Это нормальная практика в современном цивилизованном мире. То есть ищется новая дестинация. Опять же таки, померите на себя. Ну, вы бы ехали, например, там 4-5 раз в одно и то же место или в один же тот же регион. Это никогда не делается. Поэтому чуть-чуть сработал в прошлые годы там формула «Крым наш», да, или как они там ее пропагандировали. Вот, ну, надо было бы съездить посмотреть. Но эффект от того, что оставила туристическая дестинация после ее визита, виден через 2-3 года. Словно говоря, вот волна «Крым наш» прошла, увидели там плохую инфраструктуру, высочайшие цены, вернулись назад, там сформировалась волна, но и так все хорошо. А теперь сам потенциал вот этого «Крым наш», он иссяк. Туда будут загонять бюджетников там, на лечение, для того, чтобы поддерживать сферу. Все, на этом все. То есть государственные компании и государственные программы Российской Федерации каким-то образом будут поддерживать, чтобы хоть что-то было. А сам туристический поток, ну, какой-то стабильность он наберет, там, к примеру, там, в районе 1 миллиона людей, россиян, там, ежегодно, которые будут меняться, и баста. Но здесь не поменяешь никак, то есть они же едут не через Украину. Самолетами там были преференции, я помню, давали, что там дотации, субвенции. Это очень больно для бюджета. То есть Россия это чувствует. Содержать
содержать такую территорию это непросто, тем более, что там нет методов, как туда подавать питание, там, энергоресурсы, как туда люди попадают. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым. К нашему разговору подключается Владимир Царук, глава украинской организации «Центр развития туризма». Владимир, здравствуйте. Итак, говорим мы о введении курортного сбора в Крыму. Скажите, по вашим данным, действуют ли подобные сборы в других регионах Украины? И насколько эффективными может быть их использование? Доброе утро. Да, в Украине действует туристический сбор. Он действует довольно давно и во всех крупных городах, например, Киев, Львов, Одесса, Трусковец, он присутствует. И это очень хорошее явление, потому что это, во-первых, дополнительный доход в местный бюджет, это местный налог, во-вторых, это налог, который позволяет хоть как-то понимать количество тех туристов, которые приехало именно в этот регион. И, соответственно, показывать, что все-таки туризм, он играет важное место в этом регионе. И показатели этого туристического сбора довольно неплохие. То есть, например, Киев за год в прошлом году собрал больше 11 миллионов гривен. Немаленькая сумма тоже в Одессе, во Львове. Небольшие курорты, которые... На что тратят эти деньги? Вот для меня, я не специалист в курортной сфере, да, как и большинство, наверное, наших радиослушателей. Вот конкретно, да, вот чтобы понимали мы, на что эти деньги тратятся. Проблема в том, что это не целевое использование, именно эти деньги именно идут на развитие инфраструктуры, туристической и так дальше. Они в том числе идут и на промоцию, но именно, к сожалению, этот местный налог записан так, сбор, вернее, записан так, что его местная власть может тратить на все, что угодно. Но скажем, вывоз того же мусора, благоустройство территории, пляжей и так дальше. Все это курортный сбор, то есть это деньги, которые идут от тех людей, которые отдыхают, и 1% от каждой ночевки идет в местный бюджет. Поэтому, например, тот же там, курорт Коблева или Железный порт, или та же Затока, которые должны собирать курортный сбор, эти деньги должны идти вот именно на вот эти нужды, которые потом приезжают туристы, и для них должны быть соответствующие условия. Но это в идеале, опять же. Курортный сбор, это, подчеркиваю, это местный налог, и поэтому местная администрация может тратить его не только на эти нужды, а на что-то и другое. Напоминаю, что с нами на связи Владимир Царук, глава украинской организации «Центр развития туризма». Владимир, и раз мы уже заговорили о курортах в южной части Украины, такой вопрос. Вот с 2014 года насколько стали различаться векторы развития курортов на материковой части Украины и во временно оккупированном Крыму, если учитывать вот тенденции, да, которые мы наблюдаем? Ну, смотрите, 2015 год и 2016 год это были показательные годы, когда украинские туристы массово поехали отдыхать на курорты Причерноморья, на курорты Одесской, Николаевской области. То есть это были рекордные показатели туристов. Практически с июня до начала сентября была 100% заполняемость, людям негде было разместиться, поэтому это показатели того, что люди вместо Крыма поехали, например, на юг Украины. Такая же тенденция где-то сохранилась и в прошлом году. Было достаточно много отдыхающих в той же Херсонской, Николаевской области. И поэтому было ощутимо заметно, что туристов стало больше. И в прошлом году, и в этом году стала уже тенденция тоже очень хорошая, что стали возвращаться иностранные туристы. К нам поехали белорусы, поляки, те же прибалты. Они не боялись уже ехать в те места, когда
в 2014-2015 понятно, что было не все спокойно, и они боялись просто к нам ехать. Ну вот Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым, который перед вами включался в наш эфир, он обращал внимание на том, что вопрос безопасности является одним из основополагающих вообще в вопросе привлекательности, да, то есть здесь сработало это правило. Да, я правильно понимаю? Ну, смотрите, меньше стало негатива об Украине в средствах массовой информации, прежде всего мировых. Когда в 2014-2015 году практически каждый день Украина была на слуху и в негативе, я имею в виду, что здесь опасно, то понятно, что сюда не ехали даже во Львов. Поляки боялись даже приезжать во Львов, хотя как бы это дестинация номер один для западного региона Украины. То что говорить уже о южных областях, которые не так далеко от зоны АТО. Сейчас ситуация поменялась, поэтому даже в Европе, вот на многих выставках, в которых Украина участвует, уже вопрос безопасности не является на первом месте. И это положительный факт. Сейчас главное это, опять же, обустройство инфраструктуры, чтобы она была не хуже, а лучше та, которая была, например, в Крыму. Поэтому сейчас должны быть государственные программы по поддержке именно строительства хороших отелей, курортов, которых не хватает именно в южных наших областях. Это отдельная уже тема. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Царук, глава украинской организации «Центр развития туризма». Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру, принять в нем участие. Для этого есть специальный номер телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатные. Повторю, 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, я внимательно читаю ваши комментарии в социальных сетях и буду озвучивать конструктивные. Говорю это потому, что у нас, вот, например, по трансляции на YouTube традиционная перепалка, как это происходит всегда. Я приветствую в нашем эфире Ярослава Жалила, украинского экономиста, президента Центра антикризисных исследований. Итак, Ярослав, здравствуйте. Как вы считаете, будет ли эффективен вообще процесс взимания курортного сбора в Крыму и удастся ли его также эффективно использовать? Ну, я думаю, что в принципе уж в чем, но в эффективности реализации норм, так сказать, правил регуляции и так далее, здесь трудно отказать так называемой власти полуострова, поэтому я думаю, что обеспечено это будет. Кроме того, нужно понимать, что подобного рода налоги, насколько я понимаю, поступления должны идти в местные бюджеты, то есть здесь есть непосредственно заинтересованные структуры, которые будут дополнительно как бы следить за тем, чтобы все-таки этот сбор взимался. Насчет эффективности использования, но опять-таки, если все-таки это будут ресурсы местных бюджетов, то я думаю, что, в общем-то, эти деньги не будут лишними, потому что мы знаем, что, в общем-то, на сегодняшний день регион очень дотационен, и он довольно дорого стоит в Москве, поэтому, в общем-то, будут изыскиваться любые ресурсы, любые возможности для того, чтобы хоть как-то эту стоимость снизить. Ну вот называют в Крыму вот то, что произошло, да, это эксперимент, они говорят. Как вы считаете, действительно ли это можно считать экспериментом, либо его результаты известны заранее? Ну, я думаю, что для данной территории, для данной ситуации, конечно же, это эксперимент, хотя, в принципе, мы помним, что неоднократно, еще даже во времена Советского Союза, предпринимались попытки введения курортного сбора. Правда, тогда шла речь, насколько я помню, о взимании вообще как бы со всех, кто въезжает на территорию полуострова. Вот. То есть такие попытки были. Кроме того, мы знаем, что, в общем-то, в курортных регионах различных стран, да, собственно говоря, и, скажем так, в туристически активных местах, не курортных, а просто туристических, есть такая практика, как туристический либо курортный сбор. Вот он взимается с официально размещающих туристов.
структур и, в общем-то, ну, то есть это практика, которая довольно широко распространена. Здесь ничего такого экспериментального нет. Думаю, что в данной ситуации наиболее экспериментальной частью будет то, насколько реально можно денег собрать, потому что мы прекрасно понимаем... Вот, еще последний вопрос, у нас буквально минута осталась до завершения эфира. Будет ли, по вашему мнению, расти вот эта ставка? Потому что сейчас, допустим, есть возможность, да, прописана в российском законе такая возможность поднятия до 50 рублей. Это до 2018 года и до 2022 в рамках этого же эксперимента до 100 рублей можно поднимать эту ставку. Будет ли она, по вашему мнению, расти в Крыму? Ну, мне трудно сказать. Я думаю, что, в принципе, пока посмотрят, насколько вообще-то, возможно, будет зима в таком объеме, как это повлияет на официальные места размещения туристов. То есть я думаю, что пока действительно эксперимент состоит в том, чтобы посмотреть, сколько реально можно собрать вот, с реальными туристическими потоками, а не нарисованными. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Ярослав Жарило, украинский экономист, президент Центра антикризисных исследований. Говорили мы о введении курортного сбора в Крыму. Продолжим говорить на новую тему через несколько минут. Новости в эфире «Радио Крым. Реалии». Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Из Севастополя хотят сделать третью столицу. Госдепартамент США отвергает заявление о готовящейся отставке Тиллерсона. И BBC удалила карту с российским Крымом. Сейчас подробнее. Современный музейный комплекс и учреждения культуры, которые вскоре появятся в Севастополе, будут способствовать становлению города как третьей столицы России, ее культурного и гуманитарного центра. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал подконтрольный Кремлю губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, ссылаясь на слова президента России Владимира Путина. Все эти масштабные объекты отлично вписываются в стратегию развития города, отметил он. Правительство Севастополя, по словам губернатора, уже приступило к подбору земельных участков. Под размещение центров культуры и музейного дела рассматриваются территории возле будущего парка защитникам Севастополя 1941-42 годов на побережье между Артиллерийской и Карантинной бухтами, а также район бухты Матюшенко на северной стороне. Российский военный корабль «Адмирал Григорович», который оснащен крылатыми ракетами «Калибр», будет направлен в Средиземное море. Об этом заявил командующий Черноморским флотом России адмирал Александр Витко в газете Минобороны страны-агрессора «Красная звезда». Отмечается, что ранее фрегат был задействован в операциях по поддержке армии действующего режима Башара Асада в Сирии. Фрегат «Адмирал Григорович» неоднократно принимал участие в нанесении ракетных ударов в Сирии, а в середине июля вернулся в оккупированный Севастополь. Госдепартамент США отрицает сообщение СМИ о планируемой отставке государственного секретаря Рекса Тиллерсона. Как заявила пресс-секретарь Госдепа Хедер Науэрт, глава президентской администрации заверил, что такие сообщения не соответствуют действительности. Накануне газета «Нью-Йорк Таймс» написала, что Белый дом планирует сместить Тиллерсона с должности, а на его место назначить директора ЦРУ Майка Помпео. Британская телерадиовещательная корпорация BBC удалила анонс городов чемпионата мира 2018, в котором указала Крым частью России. Об этом сообщает телеканал ICTV. Сейчас страница, на которой было размещено это видео, отсутствует на сайте. И ранее посол Великобритании в Украине Джудит Гофф отреагировала на карту BBC с российским Крымом, отметив в своем твиттере, что медиакорпорация допустила ненамеренную ошибку, которая будет исправлена. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем потеплее до плюс 14, переменная облачность. В районе Чонгара и Новоалексеевки до 11 градусов выше 0. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне радио Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас каждый будний день на частоте 549 кГц, на средних волнах 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Увидеть нас, не только услышать, но и увидеть можно во время онлайн-трансляции на сайте Крым Реалии, на наших страницах в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Там же мы внимательно читаем ваши комментарии. Кроме того, вы можете принять непосредственное участие в нашем эфире. Для крымчан есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки с Крымского полуострова на этот номер телефона бесплатный. Повторю, 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 29 05. Тема дня. Итак, столетие первого Курултая крымско-татарского народа отмечается в эти дни. Поговорим об этом. Поговорим, насколько важен этот орган в самоуправлении крымско-татарского народа, каково его историческое значение для крымско-татарского национального движения, что представляет из себя медиакомпания, которую анонсировало Министерство информации Украины и посвятило столетию Курултая. Об этом все мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания. 100 лет назад состоялся первый Курултай крымско-татарского народа. В декабре 1917 года там рассматривались вопросы государственного строя Крыма, взаимоотношения крымских татар с другими национальностями полуострова, политика национального правительства, важные законы проведения ключевых реформ. В частности, тогда высший представительный полномочный орган крымско-татарского народа утвердил свою национальную символику – флаг голубого цвета, гимн и герб в виде золотой тамги крымских ханов. Национальный съезд созывался в переломные и судьбоносные моменты для крымско-татарского народа. Большое количество человек обсуждали актуальные темы и предлагали свои пути решения проблем. 22 ноября в Киеве состоялась презентация монеты в честь столетия национального съезда. На аверсе монеты размещен малый государственный герб Украины. Под гербом изображение карты полуострова Крым, на синем фоне которой желтыми буквами написаны строки из гимна крымско-татарского народа. «Я поклялся, я дал слово умереть за народ». Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров отметил, выпуск монеты – это проявление уважения со стороны України к одному із корінних народів страни. Це дійсно, знаєте, таке дуже сконцентроване матеріальне викладення кримсько-татарської новітної історії. 100 років тому ми скликали перший Курултай кримсько-татарського народу, і він проголосив Кримську Народну Республіку. Він запросив всіх, хто живе в Криму, разом будувати Крим. Кабинет министров Украины утвердил план празднования памятной даты, который предусматривает проведение торжественного заседания Верховной Рады 6 декабря. Крым в центре внимания. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. 8 800 10 06 926. По этому телефону каждый наш слушатель из Крыма может дозвониться прямо в прямой эфир, простите за такую тавтологию. 8 800 10 06 926. Звонки на этот телефон бесплатные. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 29 05. Итак, мы говорим о столетии первого Курултая в Крыму. Итак, я приветствую в нашем эфире Заира Смедляева, главу ЦИК Курултая крымско-татарского народа. Заир, здравствуйте. Итак, мы еще далее в нашем эфире поговорим о том, при каких обстоятельствах стало возможно в Крыму проведение первого Курултая. Но сейчас я хочу у вас узнать, в каких обстоятельствах сейчас проходит работа после того, как был проведен Курултай в 2017 году. Да, эта вот традиция управления, она была прервана на долгое время. Насколько сейчас можно говорить, да, о вынужденном таком перерыве? Доброе утро. Насколько вы помните, знаете, 100 лет назад был возрожден национальная институция, да? Курултай крымско-татарского народа, это высший полномочный представительный орган. Потом,
скажем так, он прекратил свое существование и в 1991 году возобновил свою деятельность. Уже вторая сессия Курултая состоялась, где также был учрежден представительный исполнительный орган на период между сессиями Меджлис крымско-татарского народа. И вот уже, скажем так, после тех печальных событий февраля-марта 2014 года наш представительный орган на территории Крыма не может работать. И в прошлом году решением Суда Российской Федерации Меджлис крымско-татарского народа был отнесен к экстремистской организации, и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Но есть определенная периодичность проведения Курултая, да, который потом избирает Меджлис крымско-татарского народа. Об этом давайте поговорим. В 2014 году вот собирался Курултай. Когда должен собраться следующий? И вот какое решение было принято в связи с оккупацией Крымского полуострова? Ну, во-первых, скажем так, срок полномочий Курултая крымско-татарского народа составляет 5 лет, и его полномочия заканчиваются с момента избрания нового состава Курултая крымско-татарского народа. Да, уже прошло 2 сессии вновь избранного Курултая 6-го созыва, избран Меджлис, но после, опять я повторяю, тех событий было принято решение о том, что ну, скажем, на территории Крыма нецелесообразно проведение сессии Курултая, так как это не будет, скажем, ну, не будет объективности, потом будет, каждый делегат будет ощущать на себе давление, которое, в принципе, никогда не останавливалось, оно продолжается до сих пор. А за пределами Крыма, ну, просто никто не даст тоже такой возможности провести, потому что здешние силовики преследуют и делегатов Курултая, и членов Меджлиса. Поэтому было принято решение, что при председателе Меджлиса крымско-татарского народа создается совет, который, в принципе, определяет дальнейшую стратегию и представляет интересы крымско-татарского народа. А до создания, скажем, условий свободного проведения и Курултая, и выборов, такие действия на территории Крыма просто считаются невозможными. Напоминаю, что с нами на связи Заир Смедляев, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа. Заир, смотрите, есть уже заявление, да, есть комментарий о том, что, вероятно, статус Курултая крымско-татарского народа будет зафиксирован при внесении изменений в Конституцию Украины. Известно ли вам что-то об этом? Можете ли вы дать свою оценку? Ну, пока есть различные проекты изменений в закон, в статью 10 Конституции, то есть и о формах взаимодействия. Какая из них будет окончательно принята, я не готов сказать, но то, что наш национальный орган самоорганизации, наш высший полномочный представительный орган должен быть там включен в этот документ и зафиксирован, это нормальное такое решение, нормальное предложение. И что там будет окончательно, ну, посмотрим. Это уже вопрос того, как поддерживают депутаты. Ну, а с другой стороны, я хочу сказать, что вот мы опять говорим о тех условиях, в которых существуем и находимся сегодня. Здесь не прекращаются попытки вначале это воздействие на делегатов Курултая, созыва там его очередной сессии и попытки переформатирования Меджлиса. После того, как это
эти попытки потерпели фиаско, пошли другие попытки создания псевдонациональных органов и придания им статуса представительного. И были там различные там, провластные организации пытаться представлять интересы крымских татар. И вот сейчас накануне, опять же, идут очередные попытки, накануне столетия первого Курултая, точно так же собрать представителей там мусульманства, каких-то, скажем, бывших делегатов Курултая, не бывших, избранных, неизбранных, самоназванных, плюс какие-то еще крымско-татарские, псевдо-крымско-татарские там организации собрать и провозгласить какой-то представительный орган. То есть такие попытки продолжаются и по сей день, и в принципе. Но ведь выборы делегатов Курултая — это довольно-таки серьезный избирательный процесс, вот, ну, действительно избирательный процесс. Возможно ли сейчас его проведение в Крыму, будут ли пытаться там что-то подобное сделать, либо это носит исключительно такой декоративный там сейчас характер, вот эти попытки, о которых вы говорите? Ну, выборы здесь провести невозможно в этих условиях, все это прекрасно понимают, поэтому какие-то организации, которые пытаются называть себя крымско-татарскими, типа «Рога и копыта», пытаются здесь путем объединения двух-трех таких организаций говорить о том, что они представляют интересы всего крымско-татарского народа. А относительно выборов, выборы в Курултай крымско-татарского народа в 2013 году прошли путем прямого тайного голосования, где больше половины нашего народа принимало участие избирательного возраста, имеющие избирательное право. При проведении этих выборов делегатов Курултая присутствовали наблюдатели от Комитета избирателей Украины, от международных организаций, от самих кандидатов и тех общественных объединений и партий, которые участвовали в этом выборе. Поэтому каких-то серьезных там нарушений не было. Были какие-то незначительные нарушения, они говорили, их рассматривали. Поэтому и международное сообщество признает тот Курултай и те выборы, а все эти другие попытки это просто фейк. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Заир Смедляев, глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымско-татарского народа. И вот в продолжении разговора о возможных изменениях в Конституцию Украины и закрепления там статуса Курултая, давайте послушаем комментарий Рифата Чубарова, народного депутата Украины, главы Меджлиса крымско-татарского народа. Точка зрения. На минулому тижні робоча підгрупа Конституційної комісії вже підготувала цілісний текст змін і доповнень до Конституції України, до розділу 10, який називається «Автономна Республіка Крим». Зараз цей текст спрямовується до членів робочої групи, це 25 членів Конституційної комісії і залучені експерти, в тому числі члени Меджлісу кримськотатарського народу. І потім ми плануємо, і все це має відбутися в грудні, щоб це було винесено на обговорення Конституційної комісії України. І хотів би сказати, що там є в нашому підготовленому цілісному тексті є і норма, яка передбачає збереження такої інституції кримсько-татарського народу в тій автономії, яка буде діяти на деокупованій кримській землі. І я просто зачитаю, як цей пункт він звучить. Вищим представницьким органом кримсько-татарського народу
є Курултай кримськотатарського народу, який формує Меджліс кримськотатарського народу, котрий здійснює повноваження, визначені Курултаєм кримськотатарського народу. Мені здається, от таким одним реченням, але дуже змістовним, ми намагаємося, скажімо, от завершити той процес вирішення своєї долі кримськотатарським народом з урахуванням інтересів, прав всіх тих, хто є сусідами, поруч, разом з кримськими татарами, бо перший Курултай кримськотатарського народу, який відкрив свою роботу за старим стилем 26 листопада, або за новим це 9 грудня, він якраз і намагався зробити все для того, щоб в Криму кримськотатарські народи вирішували свою долю самостійно, без диктату з боку будь-кого, але в той же час кримськотатарі, вони це проголосили, в тих документах, які прийняли, що вони закликають всіх інших в Криму разом з ними вирішувати спільно долю Криму. Така була позиція кримськотатар. Точка зрения. Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что каждый наш радиослушатель имеет возможность принять участие в прямом эфире. Для жителей Крымского полуострова номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, вы можете комментировать наши трансляции в сети Facebook и на YouTube. Также вы можете писать нам письма, контакты найдете на сайте Крым Реалии. Продолжим через несколько секунд. Каждый будний день ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Итак, продолжаем эфир, и в продолжение комментарий крымского историка Гульнары Бекировой о том, как, собственно, проходил 100 лет назад первый Курултай крымско-татарского народа, о том, как крымско-татарская общественность и небезразличные крымчане объединили свои силы для того, чтобы привести к власти новых молодых людей. Кроме того, тогда крымско-татарский народ начал мобилизацию против большевиков. Давайте об этом послушаем. Точка зрения. В марте 1917 года крымские татары, ведомые своими старшими, я хочу подчеркнуть, интеллектуалами, призвали, можно сказать, передали некоторые такие основные полномочия по потому, чтобы придать Крыму вот это самое новое дыхание, призвали, что называется, к власти новую молодую поросль людей, которые были высокообразованы, которые, несмотря на это, уже приобрели достаточный жизненный опыт. Эти имена нам сегодня хорошо известны. Нуман Челебиджихан возглавил мусульманский исполнительный комитет и одновременно стал муфтием. Это впервые в истории крымско-татарского народа демократически избранный муфти. Ему было на тот момент всего 32 года. Его ближайший соратник Джафер Сейдамет, он был еще моложе, ему было на тот момент 28 лет. Это человек, который учился в Сорбоне, это интеллектуал. И люди, которые были рядом с ними, Ахмед Озенбашлы, Сейджилил Хаттатов. Это, знаете, для нас очень важно сегодня, для структур, это сочетание опыта и молодости. И, в общем, таким образом Крым начал развиваться, имея вот этот самый, с одной стороны, крымско-татарский сценарий развития, а в то же время европейский. Почему я говорю европейский? Потому что когда они приступили, вот эти самые люди приступили к своей работе, они организовали газеты, они реформировали земельные, так сказать, отношения, а на тот момент, я хочу это подчеркнуть, крымские татары были, несмотря на то, что это коренной народ Крымского полуострова, на тот момент ни у кого этого не вызывало сомнений,
крымские татары были самым угнетенным крымским этносом. Это было связано с полуторавековой политикой царского режима по выдавливанию коренного народа Крыма после первой аннексии 1783 года. Спустя несколько месяцев Курултай был, что называется, уже готов к работе. В значительной степени катализировало это событие то, что к власти пришли большевики. И крымские татары, по сути, были единственной организованной силой, которые на тот момент могли противостоять вот этой самой грубой, хамской, наглой силе большевиков. Точка зрения. Итак, это был комментарий Гульнары Бекировой, крымского историка. Напомню, что это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы столетие Курултая крымско-татарского народа, первого Курултая, который отмечается в эти дни. Несмотря на то, что сама дата впереди, уже есть заявления высших должностных лиц Украины. Вот, например, премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к крымским татарам по случаю столетия проведения первого Курултая. В обращении говорится, цитирую: «Вопрос освобождения Крыма, защиты крымских татар является одним из приоритетов нашей совместной работы. Правительство делает все возможное, чтобы защитить наших соотечественников от оккупантов. Верю, что следующий Курултай будет созван на освобожденной от оккупантов крымской земле». Конец цитаты. Я приветствую в нашем эфире Эмине Джипар, первого заместителя министра информационной политики Украины. Эмине, здравствуйте. Итак, о том, насколько высокий уровень сейчас, на насколько высоком уровне, прошу прощения, сейчас отмечается столетие Курултая крымско-татарского народа. И расскажите подробнее об информационной кампании, которую запускает Министерство інформаційної політики. Доброго ранку, вітаю вас, колегою, дякую за запитання. Мені здається, взагалі сьогодні, що стосується Криму, якщо порівнювати з тим, що було до 2014 року, всі заходи, вони проводяться на офіційному рівні, а відповідно на достатньо високому рівні, коли в нас є купа заяв президента, прем'єр-міністра, вищих посадових осіб. І коли, наприклад, кампанії стосовно Крима, це 5-6 кампаній системно кожного року, офіційно проводяться, запроваджуються міністерствами, зокрема Міністерством інформаційної політики. Це одна з складових нашої великої кампанії під слоганом «Крим – це Україна», яка була колись запропонована переселенцями. І її складовою якраз є оця і просвітницька, в тому числі, діяльність, коли в 2014 році українське суспільство отримало чи відкрило для себе запит на те, аби дізнатися, хто такі кримські татари. А як пояснити феномен того, що захисниками України в Криму виявились кримські татари, попри те, що був міф, що вони там потенційні сепаратисти або там бачать себе в лавах Турецької Республіки. Тобто, фактично, сторіччя Курултаю – це одна з кампаній, яку ми запустили вчора разом з Меджлісом, Кримським домом, купою істориків, в тому числі Гульнарою Бекіровою, яка нам допомагала робити контент до цієї дати. Зокрема, це було виготовлено відеоролик, який транслюватиметься телеканалами. Він інформативний, тобто він розповідає, що таке Курултай, для чого він скликався, коли він скликався, який його феномен був, тому що він скасовував соціальні привілеї, він вирівнював в правах жінок та чоловіків, були обрані жінки в Курултаї, що насправді було дуже незвичною для мусульманського населення того часу, а тим більше початку 20-го сторіччя. І головне, що я хотіла підкреслити, це те, що в супровідних заходах до цієї кампанії ми намагаємося показати, що той союз, який 100 років тому назад, більше 100 років тому назад між українцями і кримськими татарами не зміг з'явитися, він був стратегічний. Бо, напевно, якби він тоді був, якби представники Курултаю і директорії Центральної Ради тоді ще, коли утворювалася Українська Народна Республіка і Кримська Народна Республіка, змогли б домовитись, можливо, хід історії наших двох народів був би іншим, тому що ми фактично зіткнулися з одним агресором, тоді ще більшовицькою Росією. Сьогодні історія повторюється. Знову у нас час, 14-й рік, він штовхає до Союзу. І мені, насправді, в всіх кампаніях, які в нас про Крим, червоною лінією йде, що Союз, він є природнім, кримських татар і українців, він є логічним, і він час вимагає цього Союзу.
тому кампанія, напевно, в першу чергу про це. Ну і вона, звісно, вона підтримана урядом, тому вона свідчить про дуже високий рівень її проведення. Чи є у вас зворотній зв'язок, якийсь фідбек від цільової аудиторії цієї інформаційної кампанії? Про що саме більш за все хочуть дізнатися українці у темі Курултаю кримськотатарського народу? Хвилина в нас залишилася. Під час розроблення стратегії інформаційної реінтеграції Криму, і в тому числі іншого документу під назвою «Стратегія публічної дипломатії кримських татар», яка має на меті роботу з двома цільовими аудиторіями – національною і українською. Це консолідація фактично суспільної думки щодо того, що є Крим, чому кримські татари є корінним народом і що це означає по факту. А з іншого боку, це міжнародна аудиторія, і в тому числі аудиторія на окупованій території. Тобто це три цільові такі аудиторії. Ця кампанія про Курултай, враховуючи, що кримсько-татарська аудиторія її достатньо її знає, вона здебільшого орієнтована на оцю внутрішню українську аудиторію і на зовнішню аудиторію. Саме тому наш контент і англійською мовою, і українською мовою. Наша стратегія показує ці соціологічні дослідження, а та цифра, наприклад, що більше 60% українців вважають, що кримські татари мають бути захищені в своїх правах, і їх культурні, мовні права мають бути набагато вищі, ніж зараз. Вона свідчить про те, що той запит є, і рівень емпатії набагато більше, ніж він був. Дякую вам. Напоминаю, что с нами на связи была Эмина Джапар, первый заместитель министра информационной политики Украины. Это радио «Крым Реалии». Говорили мы о столетии Курултая, крымско-татарского народа, который отмечается в эти дни. Пишите нам, звоните нам. Мы открыты для вас. Это радио «Крым Реалии». Продолжаем вас информировать. Сергей Макрушин был сегодня у микрофона. Пока. Новини Радіо Свобода. У Києві 9 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Поранений минулої доби на Донбасі. Імператор Японії зречив